Добрый вечер, здравствуйте, в студии Николай Борисов и обзор чрезвычайных происшествий. В столице республики установили подозреваемого в грабеже из ювелирного магазина. Им оказался ранее судимый 30-летний уроженец Якутска. Видео с места преступления первые увидят зрители нашей рубрики. Установлено, что, находясь в торгово-развлекательном комплексе Туймада, он подошел к прилавку ювелирного магазина и начал рассматривать товары. Под предлогом примерки попросил продавщицу продемонстрировать ближе золотой браслет с бриллиантами стоимостью 450 тысяч рублей. Как только девушка достала изделие, злоумышленник открыто похитил его и спешно покинул торговый центр. Позднее мужчина сбыл похищенное. Возбуждено уголовное дело по статье «Грабеж». Распространяемая информация о найденном теле студента Мирнинского политехнического института не соответствует действительности. Об этом нам сообщили в региональном следственном комитете. Напомним, ранее мы сообщали, что следователи просят помочь в установлении местонахождения студента из Мирного, который пропал без вести 23 октября. Однако в фейковом сообщении говорилось, что вечером 2 декабря 2018 года во дворе частного дома на улице Комсомольская обнаружено тело молодого человека азиатской внешности с множественными колото-резанными ранениями и переломом черепа. В преступлении обвинялись члены нацистского движения, однако старший помощник руководителя Следственного управления СК России по Якутии Надежда Дворецкая сообщила, что никаких тел в Мирном не было найдено. Вся достоверная информация по данному делу размещается только Следственным комитетом. Просим не доверять сомнительным источникам, добавила Надежда Дворецкая. Еще одно уголовное дело о мошенничестве направлено в суд столицы республики. На этот раз оно связано с оформлением фиктивных кредитов. По версии следствия, в ноябре 2017 года безработный обвиняемый, не имея возможности и намерений исполнить взятые на себя обязательства, с целью незаконного материального обогащения разместил в группах мессенджера WhatsApp объявление об оказании помощи в получении кредита гражданам с плохой кредитной историей. Вступая в переписку с гражданами, пожелавшими воспользоваться его услугами, представлялся чужим именем и, выдавая себя за сотрудника одного из банков, обвиняемый выражал готовность в оказании помощи при получении кредита в данном банке и убеждал в необходимости произвести выплаты страховки и первоначального взноса. Также для придания правдоподобности своим словам требовал отправить ему фотографии, справки 2 НДФЛ, паспорта и СНИЛС. После того, как потерпевшие высылали ему фотографии документов и требуемую сумму денежных средств на Киви кошелек, он предлагал им явиться в офис банка, после чего переставал выходить на связь. От его действий пострадали 7 женщин, которым причинен ущерб на общую сумму 105 580 рублей. Ущерб в настоящее время не возмещен. После утверждения обвинительного заключения уголовное дело направлено прокурором в суд для рассмотрения по существу. В минувшее воскресенье на территории республики случилось 6 техногенных пожаров. Как сообщили в МЧС, сгорело 4 автомобиля. Первый пожар вспыхнул в полночь в селе Нерюктеинск Алекминского района. В частном доме поврежден пол и стена на общей площади 8 квадратных метров. Через 5 минут в пожарную часть микрорайона Марха столицы республики поступило сообщение о возгорании в частном гараже. Постройка сгорела вместе с стоящим внутри автомобилем. А в 3 часу ночи загорелся еще один гараж близ Якутска. Постройка на 7 километре Покровского тракта сгорела полностью, так же как и автомобиль. Общая площадь пожара 54 квадратных метра. Очередной гараж вспыхнул ровно в 3 на улице Полярная в поселке Айхал Мирнинского района. Автомобиль и постройка также сгорели. Общая площадь 29 квадратных метров. Уже днем в селе Мостах Кобяйского района загорелся автомобиль. Транспорт поврежден на площади 4,5 квадратных метра. В 6:30 загорелся частный дом на улице Чусовского в Якутске. Площадь повреждений 126 квадратных метров. Постройку спасти не удалось. 40-летний житель Усть-Майского района поджег машину односельчанина. В полицию обратился местный житель, который сообщил, что неизвестный поджег его автомобиль Toyota Land Cruiser. Автомашина полностью сгорела и восстановлению не подлежит. Сумма ущерба составила 1 300 000 рублей. Злоумышленником оказался знакомый потерпевшего. Ранее между мужчинами случилась ссора. Затаив обиду, подозреваемый решил навредить потерпевшему и поджег его автомобиль, который стоял во дворе дома замороженным на зиму.
Злоумышленник проник во двор потерпевшего, поджег телогрейку и бросил горящую куртку на автомобиль, после чего спешно скрылся с места происшествия. Возбуждено уголовное дело по статье «Умышленное повреждение имущества». Поджигателю грозит до 5 лет. И к международной повестке. Париж пережил один из самых страшных беспорядков за последние годы. Протесты желтых жилетов закончились массовыми беспорядками и погромами. Полиция считает, что ответственность за разрушение несут ультраправые и крайне левые экстремисты, смешавшиеся с толпой демонстрантов. Рассказывает Алена Островская. Центр Парижа в ночь на воскресенье напоминал театр военных действий. Перевернутые горящие машины, здания в огне, разбитые витрины, обломки баррикад. Протесты желтых жилетов закончились массовыми беспорядками и столкновениями с полицией. Почти 100 пострадавших, около 300 задержанных. Зачинщиками погромов были группы людей в масках. Многие активисты, третьи выходные, протестующие против повышения цен на топливо, говорят, что недовольны беспорядками, но требуют от властей нормальной реакции. Я ждала во вторник обещанного заявления президента, но он лишь прочел лекцию, не предложив ничего конкретного. Поэтому я выхожу на мирную демонстрацию. Я вообще не поддерживаю это хулиганье. Я здесь не для того, чтобы крушить все вокруг. Перекрытие улиц естественно для революции, но не должно быть погромов. Я так и сказала полиции. Эти вандалы не желтые жилеты. В правоохранительных органах считают, что погромщики – несколько сотен ультраправых и крайне левых экстремистов, смешавшихся с толпой из примерно 5000 демонстрантов. Министр внутренних дел Франции заявил, что с уважением относится к мирным протестам желтых жилетов. Кристоф Кастанер призвал активистов не поддаваться на манипуляции, беречь себя и историческое наследие Франции. Беспорядки серьезно вредят бизнесу в городе. После событий субботы владельцы ресторанов и магазинов в окрестностях Елисейских полей обнаружили печальные последствия протестов. Среди них была и хозяйка аптеки Иман Бадинье. Они разгромили мою аптеку между 4 и 5 вечера. Я уже ушла к этому времени, но, возможно, надо было остаться. Вообще, это очень плохо для имиджа Франции. Это прекрасная страна, но государство должно нас защищать. Субботние беспорядки стали самыми серьезными в Париже за последние 13 лет. Однако протесты желтых жилетов проходят не только в столице, но и далеко за ее пределами, даже на заморских территориях Франции. На этом пока все. И берегите себя.